Кстати, хорошая очень новость у нас пришла с Хмельников Республики. Чувашский хмель оказался очень востребованным у пивоваренных компаний. Более того, даже весь урожай 2023 года уже производители пива полностью выкупили. Ну, вопрос такой, а нам-то самим хватит, чтобы закрыть наши потребности? Нет, не хватит. Не хватит пока. Два слова, да, там три получается. Не хватит — это выражение, пока — это другое слово. Почему не хватит? Потому что производим пока мало, планируем больше. И соответствующая работа начата. И вот мы в текущем году заканчиваем создание так называемой лабораторной инфраструктуры. Это и оборудование, это и технология, значит, тестирования, чистоты сортов, определения болезней там, и других процессов, которые сопровождают производство хмеля. Ну и, конечно же, других составляющих, которые крайне важны. Но уже в прошлом году вот одно из предприятий, которое недавно начало деятельность в Чувашской республике, выращенный урожай повез в Чехию и провел там весь спектр лабораторных испытаний, который показал очень высокое качество произведенного в Чувашии хмеля. Оно идентично ведущим европейским сортам и имеет даже лучшие характеристики по отдельным направлениям. Ну и, конечно же, эти испытания сподвигли, значит, производителей пива и другой продукции из хмеля узнать о чувашском хмеле, признать его качество, ну и, соответственно, заключить на основе фьючерса договора и выкупить весь урожай этого года. Очень быстро они это сделали, очень. Причем производители хмеля говорят, что вообще у них им предлагали выкупить двухгодичный урожай сразу, но они отказались, продали пока только годовой урожай для того, чтобы в том числе не рисковать, потому что рынок-то меняется постоянно, и правильно сделали. Вот. Но на самом деле наши планы, почему я говорю, пока не хватает, потому что наши планы по масштабированию производства хмеля, они остаются прежними. Мы планируем в течение кратчайшего времени довести площадь хмельников не менее чем в 1000 гектаров, и эта задача, она не меняется. Мы к концу года будем уже готовы для того, чтобы масштабироваться, ну и соответствующим образом начать вот эту работу динамично реализовывать. То есть у нас на сегодняшний день отобраны те перспективные сорта хмеля, которые вот признаются производителями пива и другой продукции из хмеля. Соответственно, мы уже научились выращивать его разными способами в чистоте сорта, ну и соответствующим образом обеспечить максимально полно производителей хмеля этим посадочным материалом. То есть нам нужно для того, чтобы вот эту задачу 1000 гектаров за 2-3 года, чтобы обеспечить, производить примерно, по-моему, от 500 до 600, это минимальные цифры, от 500 до 600 тысяч саженцев в год. Вот сейчас его, вот в этом году, смогут сделать, ну вот на данный момент сделали где-то в районе 30 тысяч. Какой рост должен быть. Но мы, в принципе, на следующий год уже выходим на эти цифры и планово можем эту задачу решить. Дело пойдет быстрее, да? Тем более, что у нас еще и появится наш хмелеуборочный комбайн собственного производства. Совершенно верно. Хмелеуборочный комбайн уже монтируется, мы его приведем в соответствующие испытания, сразу же приступим к созданию хмелесушильного комбайна. И таким образом мы обеспечим весь цикл переработки, вернее, производства хмеля нашей отечественной компетенции. То есть у нас есть, значит, сорта, посадочный материал, есть возможность лабораторно исследовать любой этап производства хмеля, ну и соответствующее оборудование и технология, которая нужна для вспашки, для подвешивания, для уборки, для сушки. Ну и то есть Чувашская республика будет единственным регионом, ну и даже и в стране не так много, вернее в мире не так много стран, которые обладают вот этими компетенциями по всему циклу производства. Мы, в принципе, эту задачу в этом году решим. И таким образом мы, естественно, всей этой продукцией будем обеспечивать не только себя, но и другие регионы, которые планируют заниматься производством хмеля. Надо сказать, соответствующую программу обучения в нашем аграрном университете, мы его запустили с прошлого года, прошли уже более чем 20 регионов, или представители 20 регионов, правильно так будет сказано. Но это говорит о том, что интерес к хмелю очень большой. Ну и радует то, что один из инвесторов, который планирует в России заняться
производством хмеля, это зарубежный инвестор, который рассматривал заняться этим делом в другом регионе, не буду называть регион, чтобы никого не обидеть. Вот зарегистрировал фирму здесь, в Чувашии, Хмель Отчизны называется, и планирует уже в следующем году посадить 30 гектаров хмеля, то есть плантацию создать 30 гектаров. Это вот дополнительный аргумент того, что мы движемся по правильному пути, что мы создаем такие фундаментальные основы и компетенции сопровождения производства хмеля.